Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Есть наша. Я сначала метнулась, видел. Так что, Янцикадан, минута прошла после выхода. На что хочет, там и на что. А, ногу откусила, смотри. Да любой, вон 20-ку кидай, меньше выпрыгнет. Она сначала ударила, видать, хвост откусила, потому что это, а потом я прямо видел, смотри, а вот сколько кидали, да, сюда? Бесполезно. А вертикально? Отъехали буквально на метров 40, и все, они дождались. Изначально только одна чайка заметила, своим криком привлекла вторую, третью, шестую, седьмую. И вот их штук 30, наверное, если не больше. И коршун тоже с ними даже один. Тоже на халяву решил кишочков погрызть. Так что мы не только добываем сами себе рыбу, также кормим наших пернатых, речных пернатых. Не только им на помойках питаться. Да, спасибо, пожалуйста, пожалуйста, что? Давайте попросите Нептуна Печорского, чтобы нам побольше рыбы дал. Чем больше рыбы мы поймаем, тем больше вы кишочков покушаете. Да? Да. По крайней мере, начало уже есть. Одна щучка, один окунь. А? Поклевка была. А, очень хорошо. Это же просто здорово. Так, у нас тем временем последняя батарейка. Сегодня надо будет что-то подзарядить. Иначе завтра будет не на что снимать. Сейчас ветром довезет до дамбы. И попробуем на дамбе. Там тоже бывает, собирается рыбка на течении. Вот здесь яма Ивана Григорьевича. Он здесь плотву ловит. Ну, проехали уже. Вот тут ямка. И говорит, здесь плотва живет. Подкормит. Удочкой половит. 2-3 плотвы. И довольный. Потеряет на это полчаса. А зимой пробовал ни поклевки. Камеру отпускал, Калипсо. Ни одной души. Как будто, знаешь, нету вообще рыбы. Одна единственная поклевка вот там была. И все. Зимой. Так, это что? Поклевка, что ли? Да. Да. Это поклевка, вон. Желтая, Коля, работает, ядовитая. Поставь вот желтую. Желтая заработала. Одноногая лягушка, ну даже не вертикально, на обычную проводку клюнула. Янцикадан. Так что, может быть, еще не все потеряно. Одно ведро-то мы, так думаю, получится у нас сегодня добить. Надо и второе, вчерашнее, которое вчера начали. Да еще и на уху наловить надо. Сегодня-то, Коля, уху варить будем? Обязательно. Так же, как вчера? Нет. Опять устанем, скажет, да ну его нафиг. Ну, сейчас чистить не надо, просто с этого рыбы... Опа-па-па-па. А, стой, все, кидай. Да-да-да. Все, кидай. Да на здоровье, кушайте. Спасибо. Бога благодари. Главное, так интересно клюнул. Чувствую тяжесть, а не чувствую этих рыбков. Я то и не понял сначала, думаю, зацеп, не зацеп. Рыба есть, просто у нее... Так, а что, мы удочки не пробуем, да? Пока нет. Удочки, да, лучше, когда уже стационарно остановимся где-нибудь. Там на свале. Опа.
Пока нас несет правильно. Чуть-чуть бы левее еще, ну ладно. Чуть-чуть вода тогда побольше была. День рыбака прошлый год с Иваном Григорьевичем. Но погода была еще хуже, чем это. Мы в зимних куртках замерзали. Ночью до плюс 4 спускалась температура. Холодина, зато ни одного. Сегодня тоже комаров мало. Мошка. Ну, мошка, солнышко вышло, вот немножко мошки было и все. Но уже не позагораешь. Лето кончилось. Хотя вот неделю назад на сенокосе я еще нормально так за 2 дня подзагорел. Ну вот, приехали наконец-то мы на то место, когда я за утро, пока ребята собирались, вот там вот в палатке собирали, там за час, за полтора надергал почти больше ведра окуней. Опа, это что? Это у меня рыба. Опа, 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 опа. Это у меня щучка. Вот я думал сначала трава. Вот Янцкаден клюнула. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. На оранжевую резинку. Но сейчас вода немножко больше, потому что я тогда здесь стоял на берегу. Был берег, камни, и у меня лодка стояла на берегу. Сейчас берега не видать. Вон вся трава в воде. Но щучка одна уже клюнула. Как бы не то пальто немножко. Не тот момент, когда окуня один за одного. И окуня не видать. Сейчас я, конечно же, подъеду немного к берегу. Примерно. Или вот той заводюшки, не помню точно. Но где-то здесь это было. Где-то это было здесь примерно. Но воды было примерно на полметра меньше. Потому что берег был каменистый здесь. Сейчас все в воде. Так, ладно, специально достану удочку. Если увидим поклевку, то станем просто на якорь, да? Так, не зацепить бы ничего. Что-то все равно зацепили. Куда там мне зацепилось? Стой. Все? Все. Глубины здесь нормально. Сразу поднимаем примерно на метр. И возле травы сюда в глубину. Как бы если мы бы были возле берега. Но не тут-то было. В тот раз было утро, сегодня вечер. В тот раз было тепло, сейчас холодно. В тот раз ловилось, сейчас нет. Вот тебе и найди 7 отличий, как говорится. Ну правильно. Ой. В тот раз ловил на малька, сейчас на пустой крючок. Все, малька нацепили. Ну теперь должна быть поклевка, наверное. Здесь поклевка. Украла вроде бы. Крала у Карла, украла кораллы. Оп. Нет, опа. Сход. Сход. Это был сход. Поклевку мы все-таки увидели на удочку. Но сход. И у нас осталось 3 малечка. Там, еба. Ты подсекай чуть-чуть. Я подсек сначала. Че, клюнуло, да? Дай тогда хули делать. Че, был окунь? Без названия. Номер не определен, да?
Ты на червяка? Коль, есть еще черви-то? Там трава. Ну как это все нехотя, а? Еле-еле, ыдва, блин. Ну-ка, если кинуть сюда в окошко. Вот здесь, может быть, щука возьмет и откусит. Не хочет. Так, вот здесь свал. Опа. Так, вот здесь вот свал примерно был. Но сейчас это уже не тот свал. Сейчас он с течением, а там вообще практически тиховод был. Немного не то. Не хотят. Ну. Опа. Наконец-то. Нашел полосатого. И мальков нет. Тут раз мальки паслись, но это рано утром было. Опа. Была поклевка. Опа. Ну, украли малька. Украли. Тут глубину надо повыше чуть сделать. Вот так хотя бы метр, Коль. Да, метр хотя бы минимум. У меня запас мальков с весны остался, но килограмм 7-8, наверное. Я даже не проверял, живые они, не живые. Кто хочет эти сосательные? Сосательные? Пососяву сделать, кто хочет. Не утрируйте даже. Опа. Вот это окушок. Ветру какой-нибудь. Я нашел. А для там. У нас тут все занято. Так, конфетку Вот сюда. сосательную. Вот сосательные. Так, и осталось 3 малечка. И тот чуть не убежал. Сколько где, может, дать мою удочку? 25, 31, 22. Вот так вот. Насаживаем как червячка. Метр глубина. И ждем поклевок. Не забываем шевелить. Ну как-то вот так. Немного после обеда обнадежило все. Одна поклевочка, другая, третья. Что у нас там? Раз, два, три, 4, 5. Окуней, 2 щуки. И Коля, что там? 3 окушка. 3 окушка. И все полностью отрубило. И больше ничего не хочет. Ни удочка не работает. Ни резина. Вот я еще сейчас резину чутка покидаю. И попробую еще вертушку, наверное. И если нет, будем сворачиваться. Потому что отъехали от избы достаточно далеко. Против течения ехать не быстро это будет. А делов надо сделать много. Так что ведро, надеюсь, с этим дополнением будет полное. Планы минимум сделали. А планы максимум, второе ведро. Ну что, завтра будем дополнять тогда. Хотя бы по ведерочку-то должны увезти.
Я так думаю. Как думаешь, Николай, правильно думаю? Думаю, что правильно. Вот. Не, даже резину. Все, ставлю вертушку. Покидаю вертушку золотую. Нет, так нет. Так, ну что, последнее включение. Просто посмотрите, какие прекрасные места. Травка, берег, глубина. Жалко нет камеры. Я бы, наверное, посмотрел. Здесь рыбы, наверное, километр. Что-то надо брать камеру с собой, наверное, даже летом. Но поклевок нет. Слова совсем. Ни червя не хотят. Если глубину больше сделаешь, может, ёрш клюнет. Глубины тут хватает. Ни блесну, ничего подобного. Так что будем сворачиваться и держать курс на избу. Обратный путь. Сегодня уже ловиться навряд ли будет. Вечернего клёва мы навряд ли дождемся. Ведро наполним, и то хорошо. Все. На сегодня, пожалуй, наверное, все. Если случайно где-то не нарвемся на рыбу. Большую, толстую рыбу. Вон она вся. Опа, о, вот она, рыба. Это что такое? Откусили. Откусили. Откусила. Значит, щука. Ты предлагаешь ебануть ее? Ну, я предлагаю не просто, как ты выразился, а наказать ее надо. Собаку серую. Так, а это... Вот так вот напоследок поговорили. Топленнику нахуй. Да, не подтекает, да, конечно. Ну-ка. Не, охуенно. Он, наверное, пока я говорил, клевал, жевал его, потом откусил. А ты, Володь, на что? На червя? На малька? На глаз. На глаз. Попробовать новую блесну. Вот он. Опять место включения выключил. Мне карта памяти так точно быстро кончится, наверное. Сколько лишнего позаписывал. Все-таки напоследок поймали мы одного окуня. И попробовать хочу вот такой вот воблера желтого. Желтого воблера. Что он в коробке? Вот такая точка атаки. Зеленая морда, сам желтый. 2 тройничка. Воблер совершенно новый. Воды еще не видел. Попробуем. А вдруг? Хоть посмотрим, как он играет. Оп, это что-то было? Или показалось? Показалось, наверное. А ничего, так играет. Здоровски играет. Я так думаю, плавающий нет. Наполовину. Тонет потихоньку. Но медленно. Так что если оторвется, он утонет.
Медленно, но тонет. Медленно, медленно. Не хочет. Ну-ка. А, ну конечно, не хочет. Я так думаю, этому воблеру найдется место в моем ящике. Папа еще до этого был? Да? Папа до этого на спине бил, нет? Чё, чё, спин еще поймал? Не, не, я просто такой. Не хочет. Ладно, до первой поклевки. Ну вот и все на сегодня. Поехали в избу. Сейчас по чайной ложке это уже не рыбалка. Ехать далеко. Зато сегодня доберемся, надеюсь, по светлому. Норму минимально выполнили, ведро рыб поймали. И то хорошо. При таком бесклеве это просто здорово. Так, пока мы чистили рыбу, начало уже темнеть. Николай в это время просто так не сидел, запустил уховарку. И никак скинуть, наверное, надо будет, да? И теперь нас ждет на ужине уха из окунька. Вот такая вот уховарочка. И как видно, водички, да. И будет видно, нет, должно быть видно. Зато не надо жуй-плюй, уха будет уже чистая. Лук тоже ложишь, да? Я в эту самую лук кладу. Уху? Нет, В рыбу? В рыбу. А, ну. Чтобы там мухи не было. Что еще ложишь туда? Лавровый лист, перец, картошка и морковь. А картошка там, в ухе? Да. А здесь только рыба и лук и все такое, да? Тут рыба и лук, и все, больше тут нет ничего. Ну, понятно. Короче, сегодня будет у нас на ужин николаевская уха. Так точно. Какая красота. Так, ну что, наконец-то разделись. Тут даже, Коль, не то, что вот эта ручка не нагревается, тут даже вот эта крышка не нагревается. Я крышку руками снимал просто. Вот она не знаю, или пустое тело, или что, но она не обжигает руку. Вот такая вот красота у нас получилась. Николаевская уха. Это на первое. Николаевская тушеная картошка с мясом на второе. Ну, а на десерт николаевский рыбацкий напиток. Что-то не так? Все правильно сказал? Это совершенно верно. А это николаевская поварешка. Да. Николаевский дом. Вся херня. Ой. Сегодня у нас николаевский ужин. Кто бы нас кормил? Все-таки рыбалка это, конечно, в первую очередь удовольствие. Но с другой стороны, если так разобраться, это обалденный труд. Конечно, конечно, конечно. Устаешь, выматываешься за день капитально, вот конечно, считай. конечно, да. Целый день в лодке вроде ничего не делаешь, стоишь. Даже рыбу толком не поднимаешь. Да. Как сегодня. Но смеялись. Сыктывкарская рыбалка, рыбалка по-сыктывкарски. А по ведру-то уже поймались. Чуть-чуть не хватило. Но вот если бы мы сварили уху, то битком бы 2 ведра уже было в засоленном виде. Так что, как ни крути, мы своим упрямством и упорством все равно поймали то все, что хотели.
И план, считай, выполнили. Завтра, не знаю, рыбалки будет, нет. Николаю позвонили, надо срочно выезжать. Чем раньше, тем лучше до дому. Так что чисто ради спортивного интереса, наверное, пару раз закинем спиннинг. Начало ловиться, не начал, а потом прикинь, как будет обидно, если оно хорошо А что ловится. сделать? Вариантов нет. Да, так что завтра уже выезжаем. Так что сегодня у нас крайняя ночь в этой избушке. В этом месяце, наверное, да? А потом будет видно. Как-то вот так. Дембельский ужин сегодня. нашло. Да. Так точно. В этом, да, получается? Да. Вот так вот не надо. Надо вот так. Да. Вот такая вот. И тише, 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 тише. На духоварке. И чтобы лить все стекло туда. Уха вся останется в котелке, а рыба останется Угу. в маленьком котелке с дырками. Интересная вещь, я первый раз вижу такое. Специально уховарка. Угу. Видишь, и дно широкое получается, закипает вода быстро. Угу. Крышка прикольная такая, он тоже. Нормально. Нормально. Только не на одного. Ну, конечно. Для компании. Один ты столько ухи не съешь. Никакого. Неделю придется, если я один сварю. Так, вот там. Там и зелень, и лук, и все, короче, укроп, да, перец. Все на свете. Дай бог с ним пару капель. Ты прям вот так вот положи в этом. О, и ставить бур. И будем отсюда доставать. А уху мне можно, если... Я типа помыл тарелку. Не, там с картошкой еще, да? Ну, чуть-чуть там картошки буквально так для аромата только. А так юшка получается целиком. Ну-ка, налей мне тогда в эту кружку. Прямо в кружку. Ставь сбор. Зевбур, да. Чё Но по соли сами досолите, кому надо, если что. Маловато соли? Ну, по мне, так я много не ем, мне нормально. Ну, кому-то, скорее всего, будет мало. Нормально. Ой, я это оставлю, чтобы она остыла. В кружке прямо. О. Василий Чушицы. Ну, давай. Хорошо. Ох, налимчика бы сюда, да? Хотя бы такого полкилошного хотя бы, блин. Ну, налим мы только осенью сейчас. Ну, зимой. И, конечно же, сейчас вот вода. Сегодня уже рыбу чистил, вода уже заметно остыла. И когда она полностью остынет, начнет налим шевелиться. И вот как только он начнет шевелиться, это будет где-то, ну, сентябрь, то можно уже ставить продольники на налимов. Даже сюда вот маленького полкилограммового налима бы кинули, и аромат был бы совершенно уже другой. Да, очень вкусная уха получается. Котелок. Это миска или каска? Это каска пленного француза, нахуй. Так, все. Все, можно садиться, можно приступать. Можно приступать. Можно рыбу Ура, туда ура, опустить и ура, ура. брать или как? Да пусть я и здесь. Вот, сейчас, вот эту уберем крышку. А рыбу вот сюда поставим. Давай, Кому хорошо. надо, будет доставать. Все, давай, иди на свое место. Так, Мы это заслужили, да? 100%. Конечно. Все 100. На рыбалке, да без ухи, как это так? Скажи, созрели, окуклились. Пятый раз едем на рыбалку и наконец-то сварили уху. Ну да. Ну все-таки сварили ведь. Нормально, соль в норме. Можно посолить чуть-чуть, буквально где-то. И эту кружку мою, пожалуйста, подай желтую. Спасибо.
Обалденно. А я люблю пить вот так уху с кружки и большими глотками, чтобы не хлебать с ложки. Вот из-за этого я попросил. Да. Смотри, даже жир плавает. Да. О, То, что надо. у меня желудок заурчал от удовольствия. А что целый день на перекусах? Ну, поели, но все равно. Горячая есть горячая пища. А зимой там тоже, считай, ну что, кусок сала, хлеб, с термоса чайник. Ну Всё. да. Утром позавтракал, вечером поужинал. Дима, я говорю, зимой ты не забалуешь. Ну да. Ну, из термоса брали с этого, с лодки или не брали? Не знаю. Ничего, тоже. Вот смотри, целый день в воде, палец не болит. Мгм. Только стоит в избу, в тепло, успокоился и начинает ныть, болеть и нагреваться. У меня тоже Чувствую, горячий, да. у меня прям. Да, и вот Ну, видишь, отекает. как вот тоже опухоль. В холодной воде он пока он не отекает, не опухает и не болит даже. А вот в тепле вот согрелось и начинает ныть уже. Гадина такая. И вздулся. Ладно, Давайте. давайте. За прошедший день. Самый лучший день. Ну, скажи, рука не поднимается так назвать его. Ну, Не, а что, день-то причем? День хороший. день нормальный, что, дождик прошел под вечер. Рыбки половили. Все сделано. Можно и расслабиться, а почему бы нет. Так что. С удовольствием. Когда мы еще так посидим? Да. Да. А сегодня первый раз на Печоре? Нет? На рыбалке? Да. Ну, я был, на Илоче был. Ага. А так что? Ну, и лучше летом или зимой? Ну, тоже под осень так же. На спиннинг, да? Да, в сентябре где-то, да, получается. Что ловилось, что клевало? Один харюс. Харис. На мушку ловили, на блесну? На блесну, вот на эти, на вертушки. И чисто На, харис, на, да? на это и на кораблик. Ну, если на кораблик ловил. Мгм. Крупный, На хороший. кораблик шикарно вообще ловится там. Харис хороший. Да, за килограмм. На кораблик вообще крупнее ловится даже иногда, чем на этом. На блесну. На это редко, да, попадается. А на бомбарду на мушку не ловили? Такие слова-то не говори ему, он не понимает, о чем ты говоришь. Ну, пробовали, я знаю. Пробовали это. Ну, она запутывается, блин, что-то. Мгм. Ну, по два крючочка ты имеешь в виду, по две мушки, да? Мгм. Ну, кто 3, кто 2. Это в зависимости от длины удилища. Мгм. Если у тебя удочка 2-метровая, это 3 мушки, куда там на расстоянии друг от друга? Да. Ой, ухи поел, это хорошо стало мне. Наконец-то. Наконец-то. Да, сейчас глазом моргнуть не успеешь, уже ночные заморозки, уже осень. Да. Ягода уже вот, как бы сейчас, по идее, Валя вот сегодня первый день на работе была, по идее, только сегодня надо в отпуск выходить, чтобы собирать ягоды туда-сюда. А сейчас вот когда вот это мне, опять одному все ягоды, надо мне живцов заготовить на осеннюю, на зимнюю рыбалку сейчас. Ставить эти раколовки, ловушки, это для, Для подорожников? для озерных голянов, да. Надо ягоды, красную смородину собрать, черную смородину, чернику, малину во дворе надо собрать. Уже вчера, блин, жалко, она переспелая, сыпется все, блин, не собранная. На охоту сходить. Ну, охота-то это совмещать полезное с приятным, как говорится. Пошел на голяну ловушки поставил, пострелял. На водоплавающую, это да, я согласен, она сейчас на этой неделе уже откроется, наверное, в субботу-воскресенье уже откроется. Это можно, а на боровую она
тоже открывается там с 1 сентября, что ли, но в основном я на боровую выхожу не раньше 25-28 сентября. Что сейчас стрелять? Рябчик вот такусенький, что там его стрелять? А в октябре он уже, ну, тушка как тушка, блин. Так же и бухарь. Так что специально на боровую дичь. Просто у меня так получается, вот как прошлый год. Конец сентября, мы приехали сюда в избу, что-то продольники, налимы, бац, и снег выпал, и все, осень кончилась, блин. Ну да. Как-то и не получилось поохотиться-то. Потому что там уборка картошки идет уже одно, другое, третье. И... Всё. Мне кажется, сарай вот мы начали строить. Сарай с Ромкой. Мгм. Не знаю, как мы его достроим. Только начали. А надо, по идее, потому что все доски, они за зиму сгниют потом. Мгм. В деревне жить это надо... Сейчас. Давай. Это надо, чтобы вся семья жила в деревне. Потому что один ты ни Ну да. черта не сможешь. Да. Это Один совершенно- ты с утра встал, жрать сварил, допустим, или там с вечера осталось. А это время уходит. Жрать сварил, посуду помыл, утром, днем, вечером часа 2 на это ушло. Не дай бог еще и рыбу не дай бог. Поймал, да? Не дай бог. Если ты еще рыбу поймал, это надо еще и чистить ее. Это опять час-два времени, блин. Мгм. И по большому счету весь день уходит на то, чтобы ты кушать сварил, рыбу почистил. Ну, в лучшем случае, если получится, ты куда-то съездил, там ягод собрал. Это самое лучшее пару часов. А так ты ничего не успеваешь вообще. Согласен. Так оно А есть. когда, и тем более у меня в деревне один дом, второй дом, в поселке третий дом. На 3 дома жить, это вообще ничего нигде не успеваешь. И понимаешь, жить в одном доме всем на месте. Ну да. Тогда да. Поел, перекусил, вышел, что-то сделал по хозяйству. Не надо никуда ехать, не надо никуда спешить. Совершенно С работы, допустим, моя пришла бы вечером, даже вечерком можно что-то сделать. верно. Ну А да, так, да. она только в выходные, жена у меня приезжает на выходные. У нее 6-дневка еще, блин. В воскресенье приедет. В субботу вечером, даже если привезу. Что там? Тудым-сюдым, Уже пока. домой. И все, уже обратно. Пока тудым-сюдым, уже надо обратно домой везти. А потом еще мне говорят, почему ты ничего не успеваешь? Кроме этого еще и монтаж роликов, допустим, загрузка роликов, обратная связь, комментарии и все. Ну ничего. Как белка в колесе, зато время летит очень Да, быстро. да, незаметно. Всё Скучать правильно. некогда. Скучать некогда. Как это- говорится, так оно лежать и есть. смотреть телевизор у меня не Ну, получается. я тоже завтра приеду сразу на машину и в Питер. Ну, ты в Питер выбрать? Мгм. Завтра надо выезжать не позднее 5 вечера 100%. Путешественник тоже поколесил республику туда, сюда, обратно. Республику Россию, Россию. республику. Даже за границей. И я это, как говорится, Тяжелый на подъем. очень. Да? Да, Ну, поставь, все, поставь. я вот на Камчатку даже 3 года собирался, вот когда съездил. Мгм. И не люблю я путешествия, слово совсем. Так я тоже вообще. не люблю, а я же еду не отдыхать. Ну Для да, меня вот получается, ну, поездка хоть- даже вот Сыктывкар сейчас была, это, очень тяжелая дорога. Это, 500 километров, 530 даже где-то получается, по большому счету, если от деревни брать. Мгм. Для меня это очень большое расстояние, я очень сильно устаю от дороги. Мне и колени под конец уже, километров на 300 хватает, 350 где-то, потом уже начинают колени, я уже ни хрена не Да, могу. да, согласен. Я тоже Суставы. вроде далеко в машине, и это потом приехал, когда выходишь, пиздец, на ноги встать не можешь уже, блядь, да, тоже колени болят. Пока разойдешься, потом туда-сюда. Ладно, На выпьем, буханке, наверное, и то едешь. выпьем за здоровье. Вот. Да. Главное, чтобы было здоровье, а остальное все Всё будет, приложится. да. Так, самое-то главное, да, согласен. А чтобы было крепкое здоровье, это нужны крепкие, спокойные, здоровые нервы. Все болезни от нервной системы. На рыбалке мы что получаем? Умиротворение, единение с природой. Нервы спокойные, никто никуда не гонит, никуда не спешим, никто ни с кем не ругается. Да. Красота. Значит, все Да, болезни да. уходят. Не зря же говорят, рыбалка всю жизнь не идет. Да, да, да.
Так что, чем мы больше Будем находимся... надеяться, что не пойдет. Чем мы больше находимся на рыбалке, чем дольше мы живем. Вот, Иван Григорьевич, Согласен. свежий пример. Согласен. Иван Григорьевич, привет, если смотришь, огромный. Скоро зима, мы обязательно поедем на рыбалку. Летом у нас пока не получается, но может быть еще и получится. Постараемся. Это который пожилой-то у тебя, да? Ты говоришь? Ну да. Но этот пожилой еще фору даст любому молодому. Да. Янцкадан. На первый лед пошли, по колено снег. Они идут, я еле за ними успеваю. На самом деле. До озера где-то, ну пусть километр где-то пройти по снегу, но по бурелому, по лесу и все. Они шпарят, рюкзак, бур, ящик рыболовный. И у меня там тоже что-то одно, другое, третье. Я еле-еле за ними успеваю, они вдвоем идут. Было такое. Если бы у Григорьевича еще колени не болели, он бы вообще бегал везде. У него тоже сустав колени болят, сейчас он операцию делал. Так что человек... Он что, менял эти чашки эти? Ну, какую-то операцию делал, я не знаю, что конкретно. Прошлый год он зимой делал. А, ну сейчас нормально? Ну, Бегает? более-менее вроде как, ну там... Ну, ходит. Без рыбалки не сидит, это точно. Молодец. У нас получается реже ходить, чем у него. Коля, положи, пожалуйста, мне тоже. Сейчас я Так тебе что положу. Феноменальная за твое картошка здоровье. получилась. Да? Ну, свежая, конечно. Первый раз, кстати, пробуем нашу картошку деревенскую. Выкопали вчера с грядки. Угу. Ну, так. Еще бы она. Там мясо больше, чем картошки. Нет, а как получилось? Тут не картошка с мясом, а мясо с картошкой. Так и надо сделать. Мы для себя же делаем, не на продажу, блядь. На продаже было бы совсем По-другому, да. Другая бы была насыщенность продукта. Да. Вот попробуй зацени, как картошечка получилась. М-м. Угу. На самом деле, да, прекрасно. Замечательно. Так, ребят, тут еще Прекрасно. Замечательно. укроп и это самое. Лук турун. Лук и укроп, все есть. Петрушка, лук, Что будет? укроп. Да-да-да. Так ты положи поближе, так чтобы все видели, да и все, блядь. Эту ты не убирай. Вот я думал, скажет и не скажет. Куда убрал? Сразу. Там сейчас открытая крышка, еще и разольется. Не, тихо, спокойно. Паникуете, по-моему, ребята. Паника у вас прям... Ну идет. как-то вот так проходят наши вечера в рыбацкой избе. Нахуй ты, пиздиканьки, да. Ти-ви. Вот собрались здесь, блядь, одни не курящие, приходится идти куда-то курить, блядь. А что, так бы в избушке курил? Конечно. Ты дома куришь? Дома на балконе я курю. Ага. В лесу у меня вот есть избушка одна, прям, ну, Прям в избе? в избе, да. Не, я даже когда курил, я всегда выходил на улицу. Ну, зимой, если это самое больше. Пофиг, мне нравилось курить именно на свежем воздухе. В помещении не Я любил тебе, курить. знаешь, это самое скажу, иногда куришь вкусно, иногда куришь невкусно. Ну вот вкусно курить это на улице. На улице, да. Ну. Особенно, ну, когда вот зимой такой морозец аж. Легкий. Угу. И пахнет совсем по-другому. Блин, сейчас представил, аж что-то вспомнилось. Не, я уже по большому счету с 2016 года не курю, а так до этого уже года 4 бывало не курил по 3-4 месяца. То есть курил я только в лесу, на рыбалке, в избушке. Ну, конечно. А так на работе дома уже не курил. Это до 16 года, года 3-4. И Ты где работал тогда? я в неведомственной охране. Мгм. Основную часть. И как бы сколько курил, с самого начала я всегда было желание бросить. Народ сейчас почему курит? Особенно молодежь. Я не знаю, они, наверное, хотят казаться взрослее там или круче. Нет, Да. нет. Сейчас наоборот мода пошла. Крут тот, кто не курит, кто бросил курить. А кто не может бросить, он слабак получается. Да, Коля? А посмотри, Николай!
посмотри, меня вот возмущает больше всего в этой теме женщины, блядь. Девушки, девки, даже школьницы, им надо тоже повыпендриваться, курят хоть. Раньше девушка... И там- какое потомство они раньше, нарожают да. потом. Всяких Раньше ракитиков. девушка, она никогда прятались как-то это, но никогда на виду они, ну сейчас же элементарно могут. А Ну, потом чё, рожают уродов и со слезами Да. на глазах. Вот кто-то виноват. Да они сами виноваты, потому что с Конечно, детства ну, конечно. сосут. Конечно, Это Ну, как же, да. никотин, это конечно. силикон вот этот сосут они, эти соски-то, которые вейпы всякие, я там, Это все. заразу, блин. Тоже через легкие просто, да. Татурки колят, в губы накачивают, жопу накачивают. Ну, говорю, блин, Ну, дебилы, блин. Сами своими руками убивают свое здоровье. да. Придет осознание, придет, но уже будет поздно. Когда онкология шандарахнет, Ну, отсюда и онкология может запросто возникнуть. конечно. А что? Не может, а оттуда идет, отсюда. Мгм. Мой отец от онкологии умер, потому что курил. Рак гортани, пожалуйста, заработал. Не удивлюсь, я тоже лет 30 по своей глупости курил, получается, около 30 лет. Тоже мог себе здоровье, не мог, а испортил конкретно свое здоровье. Запросто. Так что ничего в этом хорошего нету. Что раньше было, куришь? Пьешь, куришь, это. На машине едешь, в рейсе ездил, сигареты кругом, за спинкой сигареты, тут кругом На сигареты. улице прямо сегодня жара. Ну, от костра. Ветерка ни Слушай, а грамма. мы тут это... Да я слышал ваши дурацкие разговоры эти. Что курил отца? Слышал Скажи, ваши дурацкие всякую фигню разговоры. говорят, да? Ну. Сука. По больному, по любимому. Ну, не знаю, сейчас табак, ну, раньше вот я тоже курили, вот, ну, Космос Рижский, Рига сигареты. Вот эти Сейчас вкуснее. болгарские. Болгарские курили Сейчас сигареты. вкуснее. Тебе как воздух. Не понимаешь, Почему? что куришь-то. Не, Рига, Гадость Рижский редкость, Космос. наверное. Ну да, ты что. Нет, Ты сейчас попробуй. это бы и ну, На лучшие кнопочку сигареты нажал, и для как людей. арбуз дерол. Для людей. Дерол Не, арбузный ты куришь. но это же, это ради А табак. потом как выходит утром, как что? Ой, красота. Я из-за этого и бросил курить-то, что там до Нового года дни рождения, Новый год, это. Потом себя приходишь к себя, ну невозможно. Уже это самое, следующий да, Новый год. себя невозможно, это самое, думаю, что такое, почему ты, блядь, разозлился, форточку открыл, нахер эти все сигареты Риги, выкинул форточку, переливатель, сказал, что все, больше Ну, не кому буду же курить. повезло. И все? А так-то тоже куда Не, я не выкидывал, я напарнику отдавал сигареты. Потом время пройдет, месяц, два, три, опять куплю. Опять бросаю, опять отдаю. Так раньше-то было, что такие хорошие нормальные сигареты ты не найдешь никогда, они так просто не продавались. Так, Один что у год нас был. все еще пишет? Ладно, как-то вот так у нас проходят вечера с Прекрасно. обсуждением дурных и вредных привычек. Кто-то не курит, кто-то не пьет. Кто-то совмещает полезное с приятным. Кто-то баб не... Да, у каждого своя жизнь. Кто-то вместо бабы. Да. Всякое разное бывает. Народ, В общем, вы каждый... решили тему переменить, я смотрю. Да. Толерантность. В общем, показать толерантность. Каждый живет в меру своей испорченности, как ему нравится. А мы живем так, как нравится нам. Вечер в рыбацкой избе, с рыбацким напитком, Все с прекрасно. рыбаками, мужиками, Всё в прекрасно. дружеской беседе. Это нравится нам. Что нравится вам, пишите в комментариях. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Как-нибудь, дай бог, еще увидимся в этой компании, да? Согласен. Ну, это, не знаю, по открытой Отлично, воде, может быть, не получится. Ну, может быть, зимой как-нибудь, да? Почему нет? Дожить надо еще. Да. Надо дожить. Так что доживем, увидим. Увидимся на канале Коми Рыбак. YouTube закрыли, Дзен и Рутуб остались. Так что Нормально тушенка. будем вещать. Ну что, на такую кастрюльку 2 банки тушенки, да, это же нормально. Это Есть просто вкус. Эта тушенка-то здорово. нормальная, хорошая.